Имя нашей гости известно далеко за пределами родной республики. В студии нашего телеканала заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, главный художник Саха-академического театра имени Платона Аюнского Лена Ивановна Гоголева. Лена Гоголева – сценограф, художник, дизайнер, заслуженный деятель искусств России. Родилась в Покровске в семье творческих людей. Отец – народный поэт Якутии Иван Гоголев-Кендел. Мама – Мария Черткова, лауреат Государственной премии в области науки. В окончательном выборе профессии решающую роль сыграла учеба в Якутском художественном училище. В 1985 году, после окончания учебы, Лена Гоголева с любовью и азартом взялась за создание художественных образов театральных постановок классических произведений. Также успешно занимается разработкой авторских эскизов ювелирных изделий, выставка которых с успехом проходила за рубежом. Вы всегда прекрасно выглядите. Спасибо. Не сочтите залезть. Это профессиональная привычка или ваше вот это самочувствие, что вы вот занимаете определенную должность главного художника, поэтому вам надо всегда выглядеть на уровне? Ну, на самом деле такой несколько сложный вопрос. Я думаю, что на самом деле это и то, и другое. Одно время я увлекалась японской культурой, и мне очень понравилось, значит, менталитет японцев, который говорит о том, что лучше не доесть, японцы предпочитают лучше не доесть, чем плохо выглядеть на улице. В этом сказывается их уважение к окружающим людям и уважение к самим себе. Я открою секрет, дома я предпочитаю, конечно, расслабленный больше вариант, но когда выходишь на люди, работаешь с публикой, со зрителями, то, естественно, это накладывает определенный отпечаток ответственности. Таким образом, ну, сформировалась, наверное, стиль жизни. Почему я спрашиваю? Я видела интервью стилиста одного всемирно известного артиста, и стилист, надо сказать, выглядит так, что ему самому требуется стилист. И когда его спросили о том, почему вы не в образе, в ответ сказала, что, в принципе, мое имя не нуждается в представлении, и все знают мои работы, и что я работаю прекрасно. Я думаю, что это можно было бы отнести и к вам. В принципе, вы могли бы не беспокоиться, потому что о вас действительно знают и не только в Якутии, далеко за пределами республики. Спасибо. Но, вы знаете, вот на протяжении своей работы я пришла к глубокому убеждению, что должен быть порядок. Вот мое стремление как-то упорядочить такое вот хаотичное течение жизни и часто очень работу такую, которая сопряжена с большим, значит, энергозатратами. Я предпочитаю вокруг себя создать порядок, ну и внешний хотя бы порядок. И даже если мысли как раз больше такие хаотичные, прыгают с одного темы на другую, тем более я стремлюсь упорядочить, как хотя бы это внешне. Ну, наверное, это мой стиль. К вам обращаются за советами в плане подбора внешнего вида ваши, там, не знаю, друзья, там, политики? Знаю, что среди ваших товарищей есть знакомых. Да, конечно, обращаются. Одно время обращались очень активно, и даже был такой период времени, когда хотела я, значит, получить вторую профессию имиджмейкера. Она предполагает знание психологии, значит, знание во многом этикета. Цветотипа. Да, обязательно цветотипа, как мы говорим, да, психотипа. Вот. Когда окунулась я во все эти множество других знаний, я поняла, что, значит, дорог так много, лучше выбрать одну какую-то, но более для тебя значимую, и остановиться и идти по этой дороге. Поэтому какие-то вещи мне пришлось, значит, закрыть для себя и заниматься только тем творчеством, которое я выбрала себе по жизни. То есть сейчас уже
с какими-то советами по внешнему виду к вам могут, ну, не обращаться, да? Нет, обращаются, я всегда оказываю В частном помощь. порядке? В частном порядке. По-дружески, наверное. По-дружески, больше, да? скорее всего, да, таким образом. Если мы окунемся немножко в ваше детство, вернее, в начало вашего творческого пути, можно сказать, что оно началось глубоко в детстве, потому что вы закончили музыкальную школу и закончили ее абсолютно прекрасно. По-моему, там в аттестате 2 буквально четверки, все остальное оттыл, да? Отлично. Могли бы стать и прекрасным музыкантом. Почему вы ушли все-таки, ну вот, в художество, да? Другую сферу искусства. Мы учились с моей сестрой среднюю школу, заканчивали Покровскую среднюю школу в Покровске. И там была прекрасная музыкальная школа. И как множество детей, деревенских именно детей того времени, родители очень хотели, значит, видели в нас, людей искусства, дополнительным, как можно сказать, там, образованием, что ли, либо дополнительным воспитанием. Вот, и, значит, как дети, большинство того времени, мы пошли в музыкальную школу. Это было как обязательное образование дополнительное. Кто-то ходил на физкультуру, кто-то, значит, там на математику, шахматы. Но мы пошли в музыкальную школу. И оказалось так, что у меня такие очень неплохие способности для техники, музыкальной техники. Так это называется, такой аппарат, способный аппарат. Вот. И был прекрасный преподаватель Степанов Валерий Никитич. Вот. И он, значит, в какой-то момент открыл, наверное, способности во мне и усиленно заставлял меня работать. Он заставлял меня гонять гаммы по несколько часов в день. Я на всю жизнь запомнила этот адский труд за фортепиано. Это очень сложно на самом деле. А не вызывала ненависть, обратную вот реакцию? Нет, у меня, усиленная? скорее всего, был спортивный интерес. Мне было интересно, смогу ли я осилить, значит, это сложное произведение. Вот, и, как он говорил, к окончанию школы музыкальной и к окончанию средней школы, значит, я могла уже спокойно поступить даже на 2-й курс музыкального училища. Но параллельно я занималась Институт народного творчества, по-моему, так назывался, имени Крупской. Я подсылала туда заочно свои работы и получала там, как сейчас говорят, онлайн, дополнительное образование художественное. Вот. И, пожалуй, это у меня влекло гораздо больше, более интересно. И потом большую роль сыграл мой отец, Иван Михайлович Гоголев, который, значит, очень хотел, чтобы я в будущем оформляла его спектакли, его работы, его книги, его работы в театре. Значит, и так оно и произошло. Я попробовала поступить в художественное училище прежде всего. И получилось, что я сразу же прошла с одними 5. Вот. И, значит, вопрос о музыкальном училище отпал как бы сам собой. Ну, я очень рада тому, что у меня судьба пошла именно по этому сценарию. В музыкальном училище, конечно, был бы другой сценарий, и я не уверена, что это было бы достаточно успешно. Ну почему? Вы проявили, будучи маленькой девочкой, такой характер, я бы сказала, стальной. И вполне возможно, что я думаю, что и там бы у вас успех настиг. Вот нету такого сожаления, что... Нет, вы знаете, нет. Потому что дальше открывался такой большой интересный мир. Училище, потом театральный институт. Но все-таки первое вот это образование, оно сыграло свою роль, потому что сразу после окончания института нашего ЛГИТника я получила распределение в театр оперы и балета. И проработала там 8 лет главным художником. И, наверное, музыкальная вот эта вот, скажем, определенная музыкальность, она сыграла здесь свою роль и наложила отпечаток, надо сказать, и последующей работе, уже будучи, когда я перешла работать в театр
Саха академический театр, драматический. Там уже совершенно, конечно, другой жанр, совершенно другая стилистика. Но вот эта вот музыкальная пластика, я думаю, она все-таки играет и сейчас определенную роль в моих каких-то творческих работах. А почему вы ушли из театра оперы? Перешли в Саха театр. Что послужило причиной? Вот этой информации, кстати, вот нигде нет. Знаете, мне кажется, что я вот в этом отношении, в отношении своей судьбы, я немного фаталист. Мне по жизни встречались очень интересные люди, которые в определенный промежуток времени играли такую, наверное, определяющую роль. Когда, значит, мы ставили спектакль «Нургун Батыр стремители», меня в качестве художника по костюму пригласили, значит, на день спектакля пригласил работать Геннадий Петрович Сотников. Он занимался сценографией, был художником-сценографом. Это, по-моему, была 3-я постановка в оперном театре оперы «Нургун Батыр стремительный». А режиссером был Андрей Савич Борисов. После того, как мы сделали этот спектакль, огромный спектакль, где-то там пришлось, по-моему, одеть около 200 человек. Фирменный стиль Андрея Борисовича, Андрея Савича. Андрей Савич, да. Вот. И, может быть, та настойчивость, которую мне пришлось проявить в этом спектакле, наверное, понравились Геннадию Петровичу, потому что он меня пригласил в дальнейшем перейти, значит, работать в Саха-театр и работать с ним в пару. Вот. Что я после того, немного поразмыслив, с удовольствием согласилась. Вот и сейчас работаю в Саха-театре, теперь уже на протяжении почти 30 лет. Я думаю, что таких долгожителей, таких, да, я думаю, очень немного. Завидное постоянство для, тем более, человека творческой профессии. Получается, в вашей трудовой книжке только 2 записи. Это театр оперы балета и Саха академический театр имени. Одного разворота в книжке Да. трудовой хватило. Вот вы сейчас упомянули о том, чтобы вашим, получается, таким первым режиссером в Саха-театре был Андрей Савич Борисов. Я как раз хотела у вас спросить. Но если говорить о картинке, если мы не уберем в сторону философию, да, Андрея Савича, в принципе, не надо знать каким-то тонким там, ценителем искусства, можно узнать по масштабу. Эпично. Когда выходят на сцену чуть ли не весь состав Саха академического театра, ты понимаешь, что вот даже если не успела прочитать программку, что это вот фирменный почерк Андрея Савича. Масштаб вот полета мысли, философия, оно во всем вот раскрывается. Сложно ли работать с человеком, учитывая то, что практически вам каждого надо одеть? Да, сложно. Ну, Там сложность заключается даже не в количестве костюмов, не в количестве персонажей, а скорее всего в том, что это режиссер, он очень внимательный. И он очень такой скрупулезно внимательный к деталям, к стилю. Очень точно чувствует стиль и даже пропорции. Вот. Поэтому и сложно, и одновременно, и легко, потому что доверяешь режиссерам. А бывают режиссеры, случаются режиссеры, которые в этом отношении более небрежны, и поэтому ты должен полностью сам себя контролировать. Вот. Ну, а всем известно, 1 голова хорошо, 2 лучше. Да? Ну, с одной стороны, хорошо, что понимание, а с другой стороны, он же мог вам, выражаясь жаргонным языком, запороть какую-нибудь работу. Это случалось, было? и случалось, я думаю, не раз. Но это же школа, это очень хорошая школа. У меня бы случилась психотравма, если бы сам Борисов мне запорол какую-то работу. Нет, я отношусь к этому Как к творческому росту? как к творческому росту, как к творческому процессу. Это естественный, нормальный творческий процесс, когда что-то получается, что-то может и не получиться, приходится пересмотреть. А порой приходилось пересматривать и концепцию полностью. Вот. Но это интересно. А пробовали спорить?
Пробовала, и не раз. Вопрос бомба моя. Ну, Пробовала не раз. Я думаю, что, значит, здесь, значит, сложности в двух аспектах. Это, во-первых, конечно, режиссер главнее, это понятно. И они часто очень пользуются именно своим правом вето. И второе, значит, это вот, скажу откровенно, это вот в какой-то степени мужской шовинизм, потому что, как правило, все режиссеры мужчины считают себя, значит, ну, главным. даже не главным, а идеальными. А идеальных не бывают. Ошибки совершают все, и даже гениальные. Вот. Просто часто их не признают, это уже другая история. Вот. Но, а с другой стороны, считают, что ты не имеешь права, значит, указывать им на ошибки. Но если это творческий процесс, если вы работаете не самостоятельно, а это же театр, это же синтез всех искусств, поэтому зачастую приходится соглашаться им тоже. Не могу не спросить. Вы в своих интервью как бы не обходите стороной, уточняете, что вы дитя межнационального брака, да, что у вас течет и русская, и якутская кровь. Но как художнику, с учетом вашей крови, над какими работами вам сложнее работать? Если это, ну, к примеру, сравним иностранную шекспировского там Ромео и Джульетту, или, я не знаю, Нюргун Ботура, или же какое-то произведение из Чехова, с которым у вас особенное отношение. К чему больше душа лежит, и с чем сложнее, над какими костюмами подольше приходится поработать? Ну, начнем, наверное, с того, что сложнее. Вот на протяжении вот такого своего творческого пути, я однозначно могу сказать, что сложнее работать, как ни странно, над современной пьесой. Да. Во-первых, там гораздо более скупой материал, гораздо более скупые возможности. Так, ты находишься в рамках узнаваемости. И еще, вот когда выстраивает художник театральный современный интерьер, здесь возникают такие сложности, которые многие не догадываются. Нужно сделать, допустим, тебе нужно поставить диван. Но диван, если поставишь обычный бытовой, извини, который масса у простых, значит, так скажем, среднестатистического жителя Якутска, то это будет безобразие. Извините. Вот. А надо сделать образ еще, придать образ дивану. Да? Значит, у меня было несколько неудач в этом отношении, потому что, ну, почему художники прибегают к такой определенной, опять-таки, повторяю, стилизации, определенное какое-то, можно сказать, утрирование, что ли, потому что здесь на сцене обязательно нужно учитывать такие факторы, как цвет, эмоциональная составляющая, да, как стиль, как пропорции того или иного предмета в пространстве сцены. И вот, как ни странно, такие, скажем, предметы, которые не имеют определенной формы, а какие-то конструкции, металлические, деревянные конструкции, они куда более легко вписываются в пространство сцены, чем узнаваемые бытовые предметы. С ними работать гораздо сложнее. Вот поэтому, когда, допустим, ставится спектакль на современной драматургии, здесь нужно быть особенно внимательно к каждой детали. И в костюме то же самое. Потому что, ну, значит, сейчас такая тенденция даже в оперных театрах. Театр как-то пришел с улицы, или наоборот, театр выходит ближе к зрителю, на улицу. И вот эта эстетика такой повседневности, она за собой тянет целый шлейф. Приходится... Это модное течение сейчас в театрах, и приходится, значит, во многом стилизовать костюм. Он должен быть и узнаваемым, да, таким, скажем, бытовым. Знакомым до боли. Да, потом нужно обязательно, чтобы костюм нес какую-то такую социальную характеристику. Разница же большая, да, или у тебя банкир на сцене, или, значит, там простой служащий. А с другой стороны, значит, не переборщить, дать точную характеристику, а с другой стороны, значит, все-таки должно быть интересно. Это же не улица, это театр. Это о сложном. А если
попроще с чем работать? А попроще работать, как ни странно, как раз с национальной драматургией. С якутской. С якутской национальной драматургией. Вот, потому что, ну, национальный костюм мы сейчас хорошо знаком. И узнаваем, и любим очень. И, ну, интересно, замечу детали такие, что иногда в нашем театре часто театральные художники становились такими, можно сказать, законодателями, что ли, или первооткрывателями. Во всяком случае, я приведу несколько примеров. Например, вот эта постановка «Нюргон Батыр стремительный», где мы работали с Сотниковым. Там мы впервые ввели очень точный национальный костюм. Он был не такой, не приблизительный, а вот именно точный по крою, по детализации, по цвету. И это сыграло очень большую роль, надо сказать, в популяризации национального костюма. Еще один пример. После наших постановок уже драматургии XIX века, когда на сцене появились якутские холода и якутские жилетики, то и публика очень полюбила этот стиль, надо сказать. И сейчас нет ни одного праздника, когда бы, значит, наш якутский костюм, узнаваемый, любимый, вот именно сформировавшийся в конце XIX века, не был бы на сцене, там, на подиумах. Вот и сейчас проходит конкурс национального костюма. Это для нас уже как бы нормальное, постоянное явление. Ну, помимо этого, вы всегда, я знаю, поддерживаете наших участников каких-то российских или зарубежных мероприятий, где требуется продемонстрировать национальный костюм, да? Конечно. Тут я знаю, что Лена Ивановна, конечно, всегда протягивает руку помощи, индивидуально по цвету подбирает. Испытано на себе, да, что называется. А кого вам больше, или, наверное, проще одевать, мужчин или женщин? Я вам скажу интересную парадоксальную вещь. Мне интереснее одевать мужчин. Почему? Там же особо не разгуляешься с элементами. Да, но ведь в этом как раз и загвоздка. Женщин одевать проще, потому что, ну, вот здесь еще, знаете, играет большую роль их собственные вкусы, предпочтения, цвет. Там можно подобрать тут больше возможностей, разнообразия. А вот с мужчинами, которые поневоле как бы такие загнаны в определенные рамки, то как раз здесь вот детали играют очень большую роль. Наши производственные мастерские, я думаю, одели почти весь, значит, состав у нас и Илтумена, и мэрию в свое время мы одевали, там же в основном мужчины работают, и правительство. Нам часто обращают из правительства, где мы сочиняем им вот так называемые якутские камзолы, узнаваемые. Здесь при всем при том начинают работать тонкие цветовые сочетания, длина, величина. Некоторые, значит, фигуры надо удлинить, некоторые наоборот сделать более пропорции, более такими аккуратными, аккуратными, да. Вот здесь начинаешь работать уже на таких ювелирных нюансах. Поэтому, мне кажется, здесь это как раз интереснее. Я не так давно стала свидетельницей, как один мастер стал использовать бисер при создании якутского костюма. Я не знаю, как у других, но лично у меня бисер, он ассоциируется, больше с представительницами прекрасного пола. Вот ваше мнение, уместен ли бисер? Ну, понятно, что там надо посмотреть по элементам, да, что за тема. Но, тем не менее, бисер уместен в костюме, мужском камзоле? Все зависит от стиля. Вот мы часто не придаем этому значения. На самом деле, вот костюм — это человек, а человек — это стиль, да? Или наоборот, стиль — это человек. Может быть, стиль мужской casual, понятно, да? Может быть, стиль мужской такой гранж,
или может быть стиль бизнесмена человека, естественно, он серьезно отличается. Или, значит, вы предпочитаете одеваться как, не знаю, как фрик. Или же эстрадно. Эстрадный стиль совсем другой. Я думаю, вот бисеры и всевозможные такие вот украшательства дополнительные, это, конечно, больше тянет на человека такой творческой натуры. И в эстраде он очень широко используется. Когда же ты имеешь дело на человеком более серьезным или с представителем такой вот бизнес-элиты, то, естественно, какие-то вещи такие совершенно неуместные. Но зато очень интересные детали. Скажем, мужские броши, мужские значки с красивыми камнями, с красивой бижутерией, там, красиво оформлено. Вкус. Вот здесь и начинает проявляться то, что в первую очередь важно художнику. Это тонкий вкус. Вот то, что я могу вам ответить на этот вопрос. Мгм. Но я знаю, что вы, можно сказать, для себя уже изучили якутский костюм. Кстати, вот прежде чем перейду к следующему вопросу, сколько вообще всего костюмов в Сахатеатре? И что с ними Вы имеете в виду количественно? количество? Ну, может Да быть, никто не считал. ради спортивного интереса. Но я просто должна сказать, что нам катастрофически не хватает запасников хранения, для хранения вот, костюмов. Потому что, ясно, появляются новые и новые спектакли. Спектакли часто очень массовые. И все это добро нужно хранить и хранить его правильно, по всем правилам, чтобы долго сохранялся костюм. Вот это нам не удается, потому что здание у нас небольшое. Не хватает даже гримерок для артистов, а уже для костюмов-то и подавно. Вот поэтому, конечно, ну если, ну я не знаю, несколько тысяч, это уж точно. То есть все эти костюмы после спектакля, которые уже отработали, представили, они все потом хранятся? Они хранятся по категориям востребованности. Вот спектакли, которые часто идут, они хранятся поближе. А те спектакли, которые идут достаточно редко, они хранятся в дальних запасниках. И ревизия регулярно происходит. Очень часто мы используем такой прием театральный, который называется подбор, театральный подбор. Поэтому иногда нам задают вопрос, почему там один костюм у вас кочует с одного спектакля на другой. Ну вот и по этой самой причине, что порой просто не хватает хранения, мест для хранения, порой просто не хватает, ну, скажем так, не успеваем маленькие сжатые сроки одеть такое большое количество народа. Закулисье, о котором статистический зритель не догадывается даже, да? По поводу того, что я хотела спросить, с костюмом, так сказать, мы уже разобрались, да, но я знаю, что вы уже такое некоторое время назад серьезно увлеклись созданием, разработкой эскизов для ювелирных украшений. И вот ваше прекрасное изделие, которое очень красиво сочетается с алым цветом, это, наверное, одно из них. Да. Почему вы занялись ювелирным делом, дизайном? Быть может, вас не устраивает те ювелирные изделия, которые в многочисленных магазинах у нас в республике представлены? Как профессионалы называют это штамповкой, да? То есть чего-то вам не хватает или это просто творческий порыв? Но в определенный период моей жизни наступил такой момент, когда, скажем, театральная активность, моя творческая театральная активность, она как бы пошла на спад. Был такой сложный период, когда очень много внимания потребовалось моей семье. Вот, и я большее время проводила уже со своей семьей и за рабочим столом, просто моим рабочим столом. Вот такое ограниченное время у меня было, ограниченное передвижение. В театре же требуется очень много, очень энергозатратная, надо сказать, энергозатратная профессия. А здесь, занимаясь дизайном, ты как бы предоставлен больше всего самому себе, своему выбору, своему вкусу. И мне... я еще хочу раз повторить, что в определенные промежутки времени жизненного
пути мне встречались очень интересные люди, которые играли определяющую роль. Вот здесь при постановке пьесы «Чингисхан», всем известной, требовалось создание костюма с большим количеством такой вот крупной украшений крупных монгольский костюм, там очень женский костюм, он усыпан такими металлическими украшениями. Они очень любили крупные украшения на косы, значит, на грудь. Металл с бирюзой, с кораллами. Ну, как вот сделать имитацию подобных вещей? Понятно, что настоящие вещи – это очень дорого. Требовалась имитация, создание какой-то имитации, чтобы сделать убедительно. Но одновременно, значит, надо было сделать и при таком ближайшем рассмотрении должно было быть очень точно все сделано. Поэтому потребовалась работа с серебром. Появился очень интересный человек, Ольга Попова. Тогда она возглавляла компанию «Звезда Якутии». Она предложила мне такую парадоксальную вещь, очень интересно. Она говорит: вы попробуйте это сделать золото с бриллиантами. Эту, да, коллекцию, которую мы назовем Чингисхан, но только в золоте с бриллиантами. Очень удивилась. И для себя решила: а дай-ка я попробую. И вот появилась эта первая коллекция, которая называется «Чингисхан». Там лошади, золотые лошади на серебряных камнях, которые идут по земле, усыпаны бриллиантами. Такой образ общий. Конечно, это была стилизация. Вот. Но они выполнили ее золото в белом, желтом золоте и с бриллиантами настоящими. Вот отсюда начался мой, скажем так, путь. Увлеклись. Дизайнеры вели. Это было интересно. Но золото с бриллиантами, коллекция Чингисхан, это было сделано не для спектакля, да? Конечно, конечно. Это было сделано, это был эксклюзив, ювелирный эксклюзив, и этим это интересно. Сейчас они хранятся где-то в запасниках то ли Комдрагмета, то ли Национального художественного музея. Вот. И даже не могу сейчас сказать точно где. Но в дальнейшем этому казалось, что требует продолжения. И появилась коллекция, значит, «Три мира», «История трех миров». Это когда уже работали над первым Маланхо, Каздебеле. Вот, и там тоже произошла очень интересная такая событийный ряд, когда эту коллекцию мы тоже сделали эксклюзивно, уже в черном, желтом и белом золоте, с бриллиантами. И да, эта коллекция тоже. Она, кстати, была показана в Америке. В Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе на юбилейной выставке в Лас-Вегасе. Вот я не могу не спросить, да, вы себя пробуете в качестве художника и картин, да, и ваши работы проходят выставки на площадке, например, Госдумы. Вы занялись ювелирным делом, и ваша коллекция, первый блин не выходит комом, а успешно, и вы продолжаете. И более того, в составе вот Санкт-Петербургского ювелирного дома вы проводите вот эту выставку авторской коллекции за рубежом. В чем вот успех и в чем секрет вот этого успеха? Вот для тех наших молодых зрителей, которые делают свои первые шаги где-то в творчестве. Сложно сказать, но я попробую сформулировать. Мир велик. Замыкаться на чем-то одном, мне кажется, это ограничивать себя самого. Но, с одной стороны, мне очень помогли люди, которые появлялись в определенный период времени, очень интересные люди. Судьба меня свела с людьми, которые сыграли для меня определенную роль. И здесь, наверное, еще надо сказать, это мои родители, в первую очередь, значит, друзья. И в свое время на премии «Золотая маска», на вручении премии «Золотая маска», значит, в Большом театре, Царской ложи, мне встретился человек, который был кумиром, художник, который был моим кумиром.
в молодости, это Михаил Шемякин. В то время он жил в Америке и приехал сюда получать золотую маску за спектакль «Щелкунчик». А мы получили свою маску за спектакль «Первый Аланхо Кыз Дебелея». И я, представляете, я увидела там своего кумира. Это было невозможно что-то. А это человек широчайшего диапазона творческого. Он и ювелирным дизайном занимается. Он он пишет шикарные, роскошные картины, потрясающий график. И вот эта вот работа его в театре, она имела грандиозный мировой успех. И он стал как бы образцом, что ли, для подражания. Я думаю, а почему бы мне тоже не попробовать? И был такой азарт творческий. Дай-ка я попробую. Ну вот, история так сложилась, так вот получилось. То есть нужно какой-то ориентир для себя определить, достойный пример, на которого можно не равняться. бояться. И, наверное, вот очень важное качество – это вот творческий азарт. А дай-ка я попробую. И если, значит, у тебя там чутье не подвело, то это вполне возможен и будет успех. Завершающий вопрос. Что нам ждать? Какие творческие проекты от Лены Гоголевой в текущем году нам, вашим землякам? Сложно сказать. Вы знаете, вот я говорю, что я в определенной степени фаталист. И я очень люблю повторять фразу «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но, тем не менее, значит, я пытаюсь как-то планировать. Очень хочется написать ряд работ, станковых работ на тему «Люди и птицы». И планирую выставку эту сделать. В Якутске? Да. Ну, сначала в Якутске. И еще предстоит в 25 году, в начале 25-го года предстоит юбилей моего отца, да, 95-летие. Народного поэта. Народного поэта Якутии Ивана Михайловича Гоголева-Кандыл. И хотелось бы сделать какую-нибудь серьезную постановку. Не только сказки. В театре идут его сказки и несколько пьес. Но хотелось бы сделать что-то очень серьезное, очень такое, какой-то подводящий итог, что ли. Наверное, так. Я думаю, пока все, а потом посмотрим. Следите за мной. Всегда ваша Лена Ивановна Гоголева. Спасибо. Вам спасибо огромное за вашу интересную беседу, за искренние ответы. И мы желаем вам дальнейших творческих успехов. Ну и наш телеканал всегда с вами рядом. Спасибо.